А сейчас с нами на прямой связи руководитель Департамента по информационной политике администрации главы и правительства республики Станислав Платонов. Станислав, добрый день, вам слово. Расскажите о последней информации о состоянии с паводком в регионе. Говори все. Как вы знаете, сегодня главой республики Егором Борисовым проведено экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Им даны поручения и поставлены задачи. В первую очередь это обеспечить безопасность населения подтопленных сел и организация своевременной эвакуации. Основное внимание сосредоточено на паводковой обстановке реки Алдан. Активная фаза ледохода проходит на территории Тампонского и Усьмайского районов. По состоянию на 16:00 в Усьмайском районе подтоплено два населенных пункта. Это поселок Эльдикан и поселок Кюпсы. По данным МЧС, там подтоплено более 600 дворовых территорий, в том числе 280 жилых домов. Но это предварительные данные. Есть информация, что подтопленных домов в Кюпсах меньше 100. В данный населенный пункт вылетел Юрий Зайцев. Это руководитель комитета по обеспечению жизнедеятельности населения. Ждем от него информацию. В случае сохранения затора в ближайшие сутки уровень воды в реке Алдан может подняться, что усугубит ситуацию в Эльдикане и Кюпсе. Также есть угроза подтопления третьего населенного пункта в Усьмайском районе. Это село Ежанцы. В ближайшие сутки также ожидается вскрытие реки Алдан на территории Татинского района. На территории Амгинского района ситуация улучшается. Уровень воды в реке у села Амга пошел на спад. От воды освободились все дворовые территории и дома. Однако вода прибывает на территории Черепчинского и Татинского районов. Здесь также принимаются все меры, ведется постоянный мониторинг ситуации. Для контроля за паводковой ситуацией привлечено 27 оперативных групп в составе 134 человек. В том числе прибывшее подкрепление МЧС России из Хабаровского края. Все. Спасибо. С нами на прямой связи был руководитель Департамента по информационной политике администрации главы